Врата 14, врата зависти, вторая часть. Есть и другой, более доступный способ уяснить и понять, что зависит и возжелание чужого портять человека, согласно тому, что сказал об этом Соломон. Не завидуй грешникам, но всегда завидуй тем, кто страшится Всевышнего. Притча 23:17. Завидуя преступникам, человек видит их богатство и успех, и видит также, что праведники бедны и страдают. Он отринет страх пред Всевышним, его суды и законы станут ему невыносимым, изучающие законы, исполняющие его. Подобно сказанному: жестоки были слова ваши во мне, говорит Всевышний. И скажете вы: что говорили мы о тебе? Сказали вы: тщетно служить Всевышнему, какая польза, что хранили мы завет и ходили унылыми пред Всевышним. А теперь считаем мы счастливым нечестивых, и устроились делающие нечестие, и Всевышний испытывали, и спаслись. Малахии 3:13-15. Вот что приводит людей к глупому легкомыслию и лишает их уверенности, когда они видят злодеев, и ему хорошо, и праведника, а ему плохо, потому что они потакают своим желаниям и говорят: вот эти поступают так же, и они богаты, будем и мы так поступать. Что с ними случится, то и с нами будет. Все это из-за зависти, от того, что человек завидует злодеям, желая их богатства и покоя. И потому-то люди сбрасывают с себя ярмо заповедей, а праведники не завидуют злодеям и не желают ни их имущества, ни их покоя. Ибо считают, что богатство злодеев сберегается не к добру, но к злу, а из-за своего покоя они потеряют великое благо, уготовленное для праведников, и считают, что бедность и лишение праведников очищает и обеляют их, дабы увеличить степень их достоинства в будущем мире. Несомненно, что пылающий так не возжелает чужого и не позавидует, но возрадуется, видя покой злодеев, и скажет: если это тем, кто не исполняет его волю, то уж исполняющим его волю он воздаст еще и еще больше. Зависть проистекает от несовершенства души. Кто завидует красоте ближнего или его силе, или его богатству, тот недоволен тем, что присудил ему Создатель. Может ли раб жаловаться на действия своего господина, не соглашаясь с тем, что нужно его господина? Это означает, что он неверный раб. Так уж тем более не следует жаловаться на Создателя. Его деяния прямы и справедливы, и не следует подозревать его в несправедливости.